Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, давайте сегодня посмотрим такую тему. Какой он вас видит? Как он вас чувствует и как он к вам относится. Здесь можно загадать как и нового знакомого, так и своего мужчину. Посмотрите на песочек, подумайте о том, кто вам интересен, кого любите, на кого надеетесь. Назовите его по имени и задайте свой вопрос. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какой он вас видит, как он вас чувствует и как относится к вам на самом деле. Так, ну что? Тот, кого загадали, не знаю, как вы к этому отнесетесь, но скажу, он насчет вас заблуждается. Заблуждается, причем заблуждается очень-очень крепко. Вот смотрите, вот он, этот человек. Он смотрит в левую сторону и руки тянет он в левую сторону. То есть ошибки, заблуждения, какое-то, знаете, неправдивое, да, мнение, которое сложилось на ваш счет. Что он вас не видит, да? Начнем с того, что он не видит. Не видит он того, что вы простая, доступная, спокойная, уравновешенная, любящая и, знаете, как всепрощающая, да? То есть в сегодняшнем дне этот человек почему-то считает, что вам нужны деньги, подарки, возможности, какие-то райские условия, там, не знаю, какие-нибудь там дворцы, люксовые машины, люксовый отдых, что вы прям все такая, деньги считаете, да, не только свои, но и чужие, что вы, знаете, ну вот у кого-то отыграется в плохом смысле слова, что прям так и думает, что ох, какая она алчная, особенно кто в браке состоит, да, потому что, видно, говорите, рассказываете о своих подругах, либо что-то просите. А у кого-то, вот кто только начинает общаться, встречаться, у человека такое мнение, что вот она, королевна, принцесса, да, и все только самое лучшее, только там брендовое, да, лакшери. Вот это все к ней, для нее. А я не лакшери, я обычный человек, да, обычный там парнишка, мужичок, да, что я могу ей дать. У кого сейчас отношения в каком-то тупике, да, никуда не двигаются, мужчина ведет себя странно, вроде как бы чувствуете, да, от него эмоцию, что нравитесь, что влюблен, но при этом он не двигается вперед, да, не продвигает ваши отношения. Здесь однозначно человек просто финансово не готов, и он себе в голову вбил, что ну как принцессе, королевне, куда я там со своими там тюльпанчиками к ней подойду. Ей если букет, то на 1001 розу нужно дарить, да, какую-нибудь там необычную. А у меня там, ну, грубо говоря, деньги только на ромашки есть. Либо там в ресторан везти, да, надо какой-то там уникальный, да, какой-нибудь там дорогущий, мишленовский. А я могу только там, я не знаю, отвезти ее там в Макдональдс, допустим. Ну, я утрированно говорю, вы уж простите, но вот такое отношение. Это от переизбытка чувств к вам и от каких-то своих внутренних состояний, комплексов. Следующий момент. Какой он вас еще видит? Он видит вас немножечко недоступная. Вот ему кажется, что вот я ей чего-то там не принес, не задарил, она сразу раз и на меня обиделась. То есть вы девушка очень скромная, это я вижу. И даже вот специально, да, когда я увидела эту картинку, я вот еще вопросик задала. Действительно ли вы такая надменная? Да? Нет, вы очень скромная, вы очень порядочная, вы очень спокойная. Вообще к всему очень спокойно относитесь. Больше скажу, тут большинство девушек, которые зашли на эту отсыпку, они абсолютно самостоятельные. Абсолютно самостоятельные. Ни от кого ничего не ждут, всего добиваются своими собственными ручками и головой. Мало того,
того, если вы чего-то там себе не можете позволить, ну, вы, скорее всего, очень практичная, да, вы просто, скажем так, адаптируете ситуацию, либо свою хотелочку к имеющимся ресурсам. То есть для вас это вообще не проблема. Не паритесь вы по этому поводу. А вот он, понимаете, как вот он вашу скромность, вашу вот эту вот, знаете, ну, практичность, так можно сказать, да, он почему-то вот не видит, да, а видит, что вы такая вся отстраненная, такая загадочная, задумчивая, где-то там в своих мыслях летаете. Вот, он не знает, как на это реагировать, и самое простое, что приходит ему в голову, это то, что он вас недостоин, либо что вы не слишком сильно в нем заинтересованы. Если смотрите на мужа, то муж думает, что вы какая-то вся напыщенная, горделивая. Кстати, ревновать вас может вы ему что-то говорили, либо сам там напридумывал. Ему почему-то кажется, что чувства угасли, что вы его больше не желаете, либо как-то, знаете, разочаровались в нем. Вот этот момент надо убирать, девочки, особенно кто в браке. Я понимаю, что говорить легко, сделать намного сложнее. Но если вы заинтересованы, чтобы дальше ваши отношения развивались, здесь мужчине нужно действительно говорить все как есть. Может быть, вы от своей скромности иногда не умеете высказать свои даже эмоции, претензии. Вам легче, значит, там, уйти к себе в комнату, там, в уголочке посидеть, потасковать, может даже всплакнуть, чем мужчине озвучить свое мнение, свою претензию, либо свое желание. Да? Вот есть такие девочки, которые намекают, а вы же знаете, да, мужчины, они намеков не понимают, им только прямо нужно говорить. А он там раз и не сделал, либо сделал совершенно не то. Девочка обиделась, пошла там себе тихонечко сидит, там слезки пускает, а мужчина думает, вот, зачем я что-то делал, да? Мой подарок там, да, ее обидел, либо вообще он думает, а что с ней происходит, может она там по другому мужику сидит, там тоскует, горюет, плачет. Понимаете, вот этот момент. Вы утонченная, вот неважно, кто вы, какого вы воспитания, откуда вы родом, вы утонченная от природы, вы можете чувствовать то, что не чувствуют другие, да, я уж не говорю про этого мужчину, вы можете жить по какому-то лунному циклу, по своему настроению. То есть вы человек вот природы, да, там, даже вот солнце влияет. Хорошая солнечная погода, у вас настроение хорошее. Вдруг там тучки набежали, и вы там начинаете грустить. А этот мужчина, он простой. Для него, знаете, как черное, белое, день, ночь, весело, грустно. То есть он не понимает вашу тонкую душу, он этого не понимает. Либо вы его будете, скажем так, к себе такой приучать и рассказывать. Кстати, он заинтересуется в вас, да, вот, потому что для него вы какая-то вот прям хрустальная вазочка, да. Либо надо что-то делать, девочки, потому что так продолжаться не может. Вы хорошая, классная, да, а он вас совершенно другой видит. Так, и еще чувства человека. Ну, в чувствах тут и любовь, и эмоции, и нравитесь, и желание есть, и желание, знаете, какое? Познавать вас все больше и больше, все лучше и лучше. Желание, чтобы вы... Вот, знаете, ему хочется, чтобы эти были отношения такие прям стандартные, да, вот когда мужчина главный, там мужчина сказал, женщина ему рада, ему там подчиняется, там поддакивает, мужчина пошутил, она там первая с его шуток смеется, у мужчины там, не знаю, там плохое настроение, там жена его там 10-й дорогой обходит, да, чтобы ему там не мешать, ни в коем случае там не вызвать его гнев. А вы не такая, вы так никогда не поступите, то есть... Вам, грубо говоря, все равно, да, какое у него сегодня настроение. Если вам что-то надо, то вы делаете, вы от него не ждете. Если нужно, там, не знаю, гвоздь забить, вы пойдете и забьете. А чего вам его ждать? Да, вдруг он там действительно устал, либо там приболел, что я его буду беспокоить? У меня же руки есть, я могу. То есть вы такая. Вот он эти моменты вас, ну... Он не понимает, как это, с какой стороны это нужно применить, с какой стороны, либо под каким соусом, да, вы это все подаете. Здесь
нужен диалог, здесь нужно общение, причем такое, знаете, постоянное, на все темы, чтобы, не дай бог, никакого даже, я не знаю, там полуслова не было озвучено. Все проговаривать, что нравится, что не нравится. Хотите, говорите сами с собой. Вот просто вот не с ним, а сами с собой, чтобы он слышал ваш этот монолог, да, и понимал, о чем речь идет. Потому что у человека иногда, как говорят, не сходится, да, пазл не сходится, и он просто в прострации, он на вас смотрит, думает: Господи, ой, куда я попала, это же женщина, она богиня, а я, да, там, червяк какой-то бесхребетный. Понимаете, он это списывает на то, что вы вот прям сама себе, может быть, на уме, либо какая-то, вот считаете его, ну, не тем, да, не того качества, либо не того сорта, да, вот какой-то момент. Он это воспринимает как свою ущербность, да, какую-то свою убогость. Хотя на самом деле вы не такая, абсолютно не такая. Он вас, слушайте, он даже, может быть, 20 лет вместе в браке прожили, он вас вообще не знает. Вообще не понимает, не знает. Вот у него какое-то свое видение вас, ваш образ. И даже если мужчина думает, что вы там вся такая стервозная, все равно он вас любит за это. Вот как-то так идет, мои дорогие. Кто только недавно начал встречаться, общаться, то тут мужчина, знаете, как будто бы первый раз влюбился. Вот так вот даже выглядит. Кто у меня... Вот, кстати, особенно кто у меня в интернете общается. Вот здесь особенно важно все говорить, все проговаривать, потому что у человека именно сейчас формируется мнение. Вы ему безумно нравитесь. И знаете как, там какой-то счастливый случай вас познакомил, если честно, на самом деле. Он вам либо рассказывал, либо еще расскажет. То есть как будто бы, знаете, все прожекторы мира упали именно на вас, там подсветили вас, он там увидел, обалдел и понял: да, вот она моя женщина, вот она моя судьба. Но у него сейчас формируется вот это вот мнение, неправильное мнение, да, и здесь нужно работать. И работать нужно именно вам, девочки. Вот прям услышьте меня правильно. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.